Друзья, добрый вечер. Сегодня, видите, как я одет. Кофточка, на ногах утеплитель. У меня дома холодно сегодня, ребята. У меня там с печкой проблемы, развалилась. И вызвал сегодня печника. Печник пришел, правда, там. И я хотел заснять сам момент там ремонта, как будет там ремонтироваться, но печник категорически отказался сниматься на камеру, говорит, не буду ремонтировать вообще, говорит, уйду. И, короче, ну там пару моментов я заснял, там что случилось, ну, чуть-чуть покажу. Еще покажу там, у меня пандус уже был, кто давно на моем канале знает, что у меня пандус, и он скользкий. И попросил там двоюродного брата Ивана прибить там речки, выезжал, еще это тоже покажу. Вот. Ну, задуманного не получилось, я хотел заснять, как уже говорил, что это самое. Ремонт печки, может быть, кому-то он был, ну, пригодился там. Не все же в городах живут там, у кого кто-то в деревнях там, у кого печки есть. Ну ладно, это самое. Вот. Сегодня уже занесли обогреватели, этим обогревались целый день. Ну а завтра, сегодня еще не разрешили топить, а завтра уже немножко затопим печку, вроде бы поправили, сказали, зиму должна выдержать печка. Вот. У меня сегодня, ребята, операция печь. Короче, топка внутри у печки развалилась. Вызвали печника сегодня с Машей. Вот. Его приходу там убираем золу, и печник что придет, что сделает. Там, короче, с топки упали 3 кирпича. И как назло, летом вроде все нормально проверяли. Перед зимовкой всегда проверяем, а, блин, что-то вроде крепкие еще были, но упали. Ладно, ждем печника и будем чинить эту печку. Работает печник. 3 кирпича всего надо поставить в топку. Так. Это не заново, когда строишь, а? Тяжело. Ясно? Надо ювелирно поставить Так. на место. Ну вот, друзья, там печник вроде бы там поставил вот эти 2 кирпича. Ну, короче, сказал, что диагноз такой, что летом надо полностью скрывать там сбоку печку эту. Но печке уже, ребята, 20 лет. 20 лет. В 99 году я как бы строил эту печку. Не сам, конечно, тоже печник строил, но, короче, отработала свое. И вот еще, ребята, здесь почистили там дымоход и ждем, когда, ну там вот это кирпичи снимаются у печки. Короче, почистили дымоход и ждем, когда этот высохнет, и все замазали, и когда высохнет, потом еще краской помажем, но уже не сегодня получается. Я уже, ребята, на улице выехал посмотреть, я там заказал двоюродному брату, чтобы рейки мне прибыл, а то очень скользко. Рейки прибыл на длину колясок. И вот сейчас покажу вам. Ну вот, пока не заказал там эти противоскользящие покрытия или что ли там. И вообще оно дорого стоит, блин, я посмотрел на сайте там. И вот так сначала рейки решил прибыть. Высотой 2 сантиметра рейки, с частотой в упор колеса, ну то есть расстояние между колесами. Сегодня уже не буду туда спускаться, потому что я сегодня на
сейчас на X-Power на маленькой коляске. Я выехал просто посмотреть и поснимать. Вот. Выезжал на крыльцо, ребята, все, аккумулятор сдох, подзаражаюсь. Тут до крыльца его 5 метров. Вот. Сейчас подзаражусь немножко. В день, наверное, раз 5 заражаю. Все, аккумулятором хана. Вот сижу, заправляюсь. Полный бак сейчас заправлю и опять там на сколько там 4 раза до кухни съезжу и опять не заражаю. Вот такое зарядное устройство, это коляска X-Power, напоминаю. Он заряжается, ну тут буквально немножко, может максимум там 20 минут зарядить или 15 минут. И все. Ну и в заключение этого видео, коротенького такого видео, я хочу распаковать такую, сделать распаковку такой бандероли. Эта бандероль пришла от моего друга Федора. Он говорил мне, что отправил бандероль такую. Я не знаю, что там, но сейчас посмотрим, распакуем. Вот. Сейчас я заранее приготовил ножницы. Сейчас посмотрим, что за гостиниц там Федор выслал. Главное, чтобы не порезать там, что внутри. О, хоть небольшие, но приятно. О, ну тут шоколадка. Такая шоколадка. Вот. Дальше. Сейчас посмотрим еще что-то. А, блокнотик. Блокнотик такой. Ну, орбит. Вот такие небольшие сувенирчики. Блокнот такой. Вот такой блокнот. Блокнот всегда. И вот такое напутствие прочитаю. Так. Ну, короче, тут что-то тут он написал, я не знаю, что там. Ну зачем? Тут денежку он выслал с автографом. Но это я деньги не буду тратить, это я положу на память. От друга 58. Денежку он подписал с автографом, денежка. Ну спасибо, Федор. Вот. Так, что-то там еще есть, ребята. А, ручка такая. Ручка-блокнот у меня очень ходовая вещь. Очень часто покупаю я. Часто у меня все записываю. И такой сувенирчик на холодильник. Повышу рядом. У меня уже там от Галины с Латвии есть тоже. Повышу рядом. Ну, очень приятно получать такие сувенирчики. И с автографом даже. Вот. Ну все, спасибо тебе. Как ты сам говоришь всегда, братуха. Спасибо, Федор. Ну ладно, заканчиваю на этом видео такое короткое. Жаль, что не удалось, конечно, снять сегодня у меня ремонт печки, но ну, как бы сегодня захотел заснять, а завтра выложить. Ну, как получилось, так получилось. А на улицу пока я тоже не смог выбраться. Хотел съездить, ребята, до озера. Там уже, говорят, мужики рыбачат. Но на коляске, ну, говорят, сантиметра, наверное, 3 лед. Ну, это очень тонко для коляски. Коляска весит 150 килограмм, плюс я 90. И пока рановато туда. Не дай бог там утонешь. И будут на следующий год мужики смеяться, спрашивать, например,
где ты поймал рыбу, где это? А он скажет, там, где Серега утонул прошлый год. Так тоже не хочу. Ладно, все, заканчиваю болтать, так сказать. Федор, спасибо. Друзья, подписчики, гости, всем спасибо, кто посмотрел такое короткое видео. Все, всем пока. До свидания, до новых видео.